Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir... В рамках визита в Баку состоялась официальная церемония встречи главы Туркменистана. На площади, украшенной государственными флагами двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Президента Сердара Бердымухамедова встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Далее состоялись переговоры президентов Азербайджана и Туркменистана в формате 1 на 1, а также встречи делегаций в расширенном составе, в ходе которых обсуждались перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Одним из ключевых событий визита стала онлайн-церемония передачи Ашхабаду нефтеналивного танкера «Достлук», построенного на Бакинском судостроительном заводе. Судно дедвейтом около 8 тысяч тонн, имеет длину 141 метр. Проект стал очередным примером промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном и демонстрирует возможности азербайджанского судостроения. Каспийское море можно представить не как границу, а как общую дорогу, по которой два государства постепенно выстраивают более тесные связи. Именно так можно описать отношения между Азербайджаном и Туркменистаном. Две страны объединяют география, историческая и культурная близость, а также общая заинтересованность в развитии региона. В основе их взаимодействия лежит спокойный и прагматичный диалог, который постепенно укрепляется на разных уровнях, от политического до экономического. В политической сфере страны поддерживают контакты и обсуждают вопросы, связанные с Каспийским морем и региональной стабильностью. Важно, что обе стороны придерживаются принципов уважения суверенитета и взаимного учета интересов, что делает диалог предсказуемым и устойчивым. Азербайджан и Туркменистан – это два государства. В целом и у Азербайджана, и у Туркменистана достаточно схожая экономическая модель развития. Изначальный упор делался на углеводородный сектор, но экономика как в Азербайджане, так и в Туркменистане сейчас в поиске возможных дополнительных методов диверсификации экономики. И как раз-таки направление диверсификации связано примерно с одинаковыми направлениями, связанными как с географическим успешным расположением обоих стран, так и в целом развитием экономики внутри и за пределами Азербайджана и Туркменистана. В последние несколько лет между Азербайджаном и Туркменистаном достаточно усилились взаимоотношения. Эксперты отмечают заметный рост экономического сотрудничества между странами. По сравнению с предыдущими годами товарооборот увеличился более чем на 50%. Одним из ключевых направлений взаимодействия остается развитие транспортно-логистических связей и расширение возможностей международных торговых коридоров через Каспийское море. Важную роль в этом процессе играет потенциал порта Туркменбаше, который может стать одним из основных узлов региональной логистики. Туркменистан обладает одним из крупнейших в мире запасов природного газа, а Азербайджан может способствовать расширению маршрутов поставок энергоресурсов на международные рынки. Среди приоритетных тем двусторонней повестки также остается развитие новых инфраструктурных проектов, отмечают эксперты. В направлении энергетического взаимодействия существует много планов, и сейчас Азербайджан, например, одно из тех направлений, которых прорабатывается, это возможность транспортировки между Азербайджаном и Туркменистаном углеводородного сырья. И для этого на территории Азербайджана, например, даже сейчас достаточно большое количество реализуется проектов, например, ввод танкеров в азербайджанском заводе по производству кораблей, да, запланирован по заказу туркменской стороны. В направлении Азербайджана и Туркменистана уже курсируют со стороны туркменской стороны заказанный и используемый сухогруз для взаимодействия, увеличения товарооборота. Отдельного внимания заслуживают культурные и гуманитарные связи. Общие тюркские корни, схожие традиции и языковая близость способствуют развитию контактов между людьми, образовательных программ и культурных обменов. Объединенные общей историей и стратегическими интересами, две страны стремятся превратить традиционную дружбу в прочное и долгосрочное сотрудничество. 23 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетили дом-музей Бюльбюля в Шуше. Депутат Милли Меджлиса Полат Бюльбюль-Оглу проинформировал высокого гостя о доме-музее Бюльбюля. Он сообщил, что этот дом, в котором родился и провел детские годы его отец, по указанию великого лидера решением исполнительного комитета Шушинского городского совета народных депутатов от 1982 года был превращен в дом-музей. В 1980
1982-1983 годах здание отремонтировали. В нем была создана музейная экспозиция, а перед ним построено административное здание. Восстановление дома-музея, который в период оккупации подвергся армянскому вандализму и приостановил деятельность, как и других наших историко-культурных памятников, началось после освобождения города Шуша от захватчиков. Во дворе был установлен новый бюст Бюльбюля, а бюст, подвергшийся вандализму в период оккупации города Шуша, также хранится здесь как наглядное свидетельство преступлений, совершенных армянскими оккупантами против нашего культурного наследия.
Одной из главных тем встречи стало развитие цифрового правосудия. Участникам представили современные решения на основе ИИ для анализа судебной практики, автоматизированной подготовки документов, а также системы аудио- и видеофиксации с распознаванием речи. При этом было отмечено, что искусственный интеллект должен оставаться помощником судьи, а не заменять его. На форуме председатель Верховного суда Казахстана Асланбек Миргалиев зачитал приветственное обращение главы государства Касым-Жомарта Токаева. В нем президент отметил важность цифровизации судебной системы и защиты прав инвесторов. За последние 15 лет в Казахстане создана современная цифровая инфраструктура, которая открыла возможности для внедрения искусственного интеллекта в работу судов и перехода концепции суда будущего. Опыт цифровой трансформации судебной системы представили и другие участники форума. В последнее время, годы, судебная система Республики Узбекистан очень активно использует цифровые технологии, что приводит к повышению эффективности судопроизводства и правосудия. В частности, введена система Адолат, что позволяет гражданам, а также юридическим лицам обращаться в суды с исковыми заявлениями и другими документами. На конференции также представили разработки на основе искусственного интеллекта, включая системы автоматической подготовки судебных документов и преобразования речи в текст. Отдельное внимание участники форума уделили защите прав инвесторов, высоко оценив реформу административной юстиции в Казахстане. Своими подходами к условиям, необходимым для привлечения инвестиций, поделились представители зарубежных делегаций. Для инвестора столь же важны сырье и рынок, сколько и правовая безопасность, а зачастую она даже важнее. Инвестор, не уверенный в том, что его капитал будет защищен законом, никогда не пойдет на риск. Поэтому правовые гарантии являются ключевым условием привлечения инвестиций. Казахстанская сторона предложила создать единую цифровую платформу для обмена судебной практикой между странами Организации тюркских государств. Инициатива была поддержана участниками форума. По итогам встречи главы делегаций 5 стран подписали совместное заявление о развитии цифрового правосудия, укреплении кибербезопасности и расширении сотрудничества. Следующий форум пройдет в 2027 году в Кыргызстане. Каспий часто называют крупнейшим озером планеты, но для Азербайджана это гораздо больше, чем просто географический объект. Для Баку это часть его облика, визитная карточка, в целом для страны транспортный путь, энергетическая зона, источник рыболовства и уникальная экосистема. За последние десятилетия Каспий переживал разные фазы. В конце 1970-х годов уровень моря был на одной из самых низких отметок. Затем до середины 1990-х годов вода начала подниматься. В некоторых районах это даже создавало угрозу для прибрежных территорий и инфраструктуры, но позже процесс вновь обернулся вспять. Море начало уходить. По данным исследований, вода уже опустилась ниже отметки минус 29 метров относительно уровня Мирового океана, обновив рекорд 1978 года. В первые 2 десятилетия 21 века море мелело примерно на 7 сантиметров в год. Сейчас ситуация ухудшилась еще больше. За последние 5 лет ежегодное снижение достигло 30 сантиметров. Экологи говорят уже не просто о естественных колебаниях, а об устойчивой тенденции к снижению уровня воды. Начиная с 2007 года уровень интенсивно начал падать. И на сегодняшний день многие аналитики, исследователи, а также
центры прикаспийских странах начали внимательно следить за этими тенденциями. И выясняется, что в основном река Волга, которая обеспечивает Каспийское море водой, уже не дает тот объем воды, который был в предыдущие годы. Особенно быстро отступает вода в северной части Каспия на территории России и Казахстана. Одна из причин – река Волга, которая играет ключевую роль в судьбе моря. Каспий не связан с Мировым океаном, поэтому его уровень зависит от баланса. Сколько воды поступает через реки и осадки и сколько уходит через испарение. Когда приток уменьшается, а температура и испарение растут, Каспий начинает мелеть. На первый взгляд, снижение уровня моря может казаться медленным процессом, но даже несколько сантиметров в год для Каспия – это огромные объемы воды. За последние десятилетия море потеряло метры в уровне, а на отдельных участках изменилась сама береговая линия. В Азербайджане последствия обмеления особенно ощущаются на Абшеронском полуострове. И это касается не только природы. Ведь снижение уровня воды влияет на прибрежную инфраструктуру, судоходство, рыболовство, туристические зоны и развитие портов. Если море продолжит отступать, некоторым объектам придется адаптироваться к новым условиям. Самый же чувствительный удар может прийтись по экосистеме. Каспий – это среда обитания редких видов рыб, птиц и животных. Изменение уровня воды влияет на мелководье, нерестилища, водно-болотные зоны и весь природный баланс побережья. Это, конечно же, может оказать влияние на разные виды биоразнообразия. Эта проблема, естественно, вызывает срочную надобность сотрудничества 5 прикаспийских стран на всех уровнях, включая и государственные структуры, и гражданское общество, и научно-исследовательские центры. Каспий омывает берега 5 государств – Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Поэтому его обмеление не может быть проблемой одной страны. Изменения в бассейне Волги отражаются на всем море, а последствия снижения уровня воды ощущаются вдоль всего побережья. Эксперты говорят о необходимости общего мониторинга, обмена данными, научных исследований и адаптационных мер. Вопрос же не только в том, почему Каспий мелеет. Главный вопрос – насколько быстро страны региона смогут подготовиться к этим изменениям. Каспий всегда был морем, которое объединяет регион. Сегодня он становится еще и общим испытанием, потому что, когда море уходит от берега, меняется не только пейзаж, меняется будущее прибрежных городов, экономики и экосистем всего региона. Турам Мамедли, CBC. В турецком городе Байбурт, находящегося на северо-востоке страны, состоялся 25-й международный фестиваль культуры и искусства «Деде Коркут», в рамках которого прошли различные массовые мероприятия. Праздники начались с посещения мавзолея Деде Коркута в деревне Масад в Байбурте. Губернатор Алихамза Пехлеван, депутат турецкого парламента Фитани Баттал, мэр Хукму Пекмесчи, командир гарнизона, танкист, полковник Давуд Балебаша, ректор Байбуртского университета, доктор Сельчук Джошкун, представители политических партий, руководители ассоциаций, представляющих город в разных провинциях, народные танцевальные коллективы из разных стран и провинций, а также специально приглашенные гости, ученые, историки и журналисты из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Турции и приглашенные гости посетили могилу Деде Коркут и прочитали молитву. Уважаемые телезрители, сейчас мы находимся в могиле Деде Коркут. Мы полностью передачи посвящали сегодняшней Деде Коркуту. Şu anda Türklerin ortak atası Dede Korkut'un kabrinin önündeyiz, türbesinin önündeyiz.
Мэр города Байбурт Хукмупик Месчи заявил, что они рады принять гостей из разных городов турецкого мира и страны. Он заявил, мы пытаемся передать культурное наследие, оставленное Деде Коркут, следуя по его стопам. Муниципалитет Байбурт, губернаторство Байбурт и все наши институты рады реализовать эту прекрасную организацию, сказал он. Türk dünyasının muhtelif bölgelerinden şehrimize misafir olarak gelen bütün konuklara Bayburt adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Депутат Фетани Баттал заявил, что они несут ответственность за передачу национальной осведомленности новым поколениям и сказал: «Мы чувствуем ответственность за поддержание высокой национальной осведомленности и передачу динамики нашей культуры новым поколениям в рамках фестивалей Деде Коркут. В этом отношении мэр Байбурта и губернатор Байбурта каждый год эти праздники повторяют, чтобы углубить наше понимание и способствовать сохранению наших горизонтов на будущее», сказал он. 25. Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni'nin bugün başlangıcını yapıyoruz. В интервью передаче «Мосдружбы» на телеканале «Пирамида» губернатор Байбурта Алихамза Пехливан сказал, что Деде Коркут является общей ценностью всего человечества. Далее он отметил, у Деде Коркута есть общая ценность и послание турецкого мира и всего человечества. У них есть сообщения, которые охватывают как нашу веру, так и культурные ценности. Произведения Деде Коркут призывают к единству. Общее наследие тюркского мира Деде Коркут, эпические сказания и музыка, как многонациональное произведение, было представлено в список культурного наследия ЮНЕСКО от Турции и был включен как 17-й элемент. Деде Коркут, эпические сказания и музыка, как многонациональное произведение, было подготовлено в модераторстве Казахстана и с участием Азербайджана и Турции. Деде Коркут сотни лет является носителем общего культурного наследия тюркского мира, сформировавшейся вокруг легенд, сказок и музыкальной традиции, и продолжает жить по всей стране, в том числе на северо-востоке Турции. Культура Деде Коркут, состоящая из таких ценностей, как легенды, сказки и музыка, передаваемые из поколения в другое поколение, с одного языка на другой, сохраняет жизнеспособность культурной памяти Турции. Это способствует укреплению культурной связи между прошлым и настоящим, продолжению культурной преемственности, чувством принадлежности и самобытности. Наследие Деде Коркут, чье накопление и ценности переходят границы, чрезвычайно важно как объединяющий элемент в тюркоязычных странах. Пехливан отметил, что включение Деде Коркута в список ЮНЕСКО имеет особое значение для Байбурта и что гробница Деде Коркут была расположена в Байбурте. Пехливан напомнил, что в 1995 году в Байбурте был организован Международный фестиваль культуры и искусства Деде Коркут, где вновь были оживлены воспоминания об истории, эпосах и сказках Деде Коркута, общей ценности тюркского мира. После состоялось мероприятие, организованное Ассоциацией деревни Масат на плато Масат. Здесь после вручения наград состоялась концертная программа с участием турецких, азербайджанских и грузинских коллективов, были представлены народные танцы, а также различные угощения национальной кухни Байбурта. Уважаемые друзья, после официального открытия мероприятия состоялся большой концерт с участием Грузии, Азербайджана, Турции и разных стран, который состоялся в горах Байбурта.
25-й международный фестиваль культуры и искусства мудрого предка турецкого мира Деде Коркут продолжился в культурном центре поэта Зихни. После государственного гимна были сделаны вступительные и протокольные речи. Ученые из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменской Сахра, Гагаус, Ере, Тракия, Узбекистана, Грузии, Туркменистана и других стран выступили с докладами о Деде Коркуте. Было отмечено, что Международный фестиваль культуры и искусства Деде Коркут стал одним из важных культурных событий Байбурта и всего турецкого мира. В рамках Международного фестиваля культуры и искусства Деде Коркут прошли различные культурные и художественные мероприятия.
Efendim, hepinize iyi akşamlar. Ben Kırgızistan'dan geldim. Aslen Elazığlıyım. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde görev yapmaktayım. Sizlere Kırgızistan'dan, Bişkek'ten, Tanrı Dağları'ndan, Issıkgöl'den ıslık selamları getirdim efendim. Bu ödülü bana layık gören BAS Medya grubuna. Şehriyarın yurdu azatlık ister, şanlı bayrağının alına selam. Karabağ Türk'ündür, Türk'ü kalacak. Şehadet yolunun sağına selam, sağına selam. İki sessiz bir nefes ayrı değiliz, Türklük sevdasından gayrı değiliz. Bir de birlik için sayrı değiliz. Kardeşlik gülünün dalına selam, dalına selam. Türkçe olsun yeni baştan Karabağ, Türk'ün olsun her bir yaştan Karabağ. Bizim kalsın toprak taştan Karabağ. Kardeş yurdumuzun gülüne selam, gülüne selam. Türk toprağı azat oldu sevindik, Türk'ün gönlü yüceldikçe övündük. Sizi bizler ölümüne sonduk, kardeşliğin çalan ziline selam, ziline selam. Kalsın kardeşlik bilin sizlerden, yiğitlik fışkırdı kayıp özlerden. Geçtiniz dahadır harlı gözlerden, gözler yaşınızın seline kurban, seline selam. Türkçe olsun yeni baştan Karabağ, Türk'ün olsun her bir yaştan Karabağ. Bizim kalsın toprak taştan Karabağ. Kardeş yurdumuzun gülüne selam.